Конструировать самолеты, летать на дальность, ставить рекорды – это все возможно даже в юном возрасте, если, конечно, ваш беспилотник из бумаги. В детской библиотеке номер 17 проходят необычные соревнования. Ребята учатся запускать бумажные самолетики на дальность. Оказывается, они бывают совершенно разных конфигураций. Я тоже попробую смастерить вот такой простой летательный аппарат из бумаги. А расскажи про свой самолетик. Этот самолетчик называется подарочный. Он очень интересный. Здесь специфичные крылья. Их надо загибать карандашом. Их не делают в реальной жизни, потому что металл очень сложно загнуть, и это бы потребовало очень много ресурсов. Такое занятие подходит как для ребят моего возраста, так и для малышей. В мастер-классе даже взрослые приняли с удовольствием участие. Фишка такого мероприятия в том, что вам дают уже готовые чертежи. Вам нужно лишь свернуть бумагу определенным образом, и вуаля, самолет готов. Алиса, а расскажи про сегодняшнее занятие. Сегодня мы делали самолеты. Сначала нам показывали, какие они, рассказывали, как их делать, и потом мы сами их делали. А сколько же времени у тебя ушло на создание этого самолетика? Где-то минут 30, может даже меньше. Нам давали специальные листки, чтобы сделать, понять, как их делать, и тут специальные есть линии. И у нас получались вот такие самолеты. Такая техника называется оригами. Она знакома людям не один век, но готов спорить, что не каждый мой сверстник сможет превратить листок формата А4 в такое транспортное средство. Но, как показала практика, научиться этому легко. Есть даже специальный журнал. Такие соревнования проводятся регулярно, ведь мастерство просто так не появляется. Для всего нужны тренировки. Ленар Зарипов, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.